Усяго некалькі клікаў і білет, праўда, электронны ў нашых руках. Калі першапачаткова такі спосаб аплаты праезду з'явіўся толькі ў некаторых аўтобусах Брэста, то цяпер ён даступны ва ўсіх. З лютага ў Брэсце працуе мабільны дадатак ТИКС для аплаты праезду ў грамадскім транспарце. Пра такую магчымасць пасажырам паведамляюць блакітныя наклейкі на вокнах. Спосаб аплаты асабліва зручны, калі з сабой не аказалася наяўных грошай, кажуць пасажыры. Аднак карыстаюцца ім далёка не ўсе. У тыдзень каля 500 человек. В связи с тем, что оборудование всего подвижного состава у нас произошло буквально недели где-то 2. То есть до этого данная система работала только на 2 городских автобусных маршрутах. Соответственно, пассажиры не спешили приобретать билеты, потому что транспорт, который работал на данном маршруте, он мог, конечно, на сегодня работать на одном маршруте, завтрашний день работает на втором. Сейчас, когда уже оборудован весь подвижной состав, весь транспорт, конечно же, здесь, я думаю, данная будет востребована услуга. Штомесяц грамадскі транспорт Брэста перавозіць больш за 4,5 мільёна пасажыраў. Для кожнага з іх важная пунктуальнасць і зручнасць маршруту. На нашу Березовку пустить дополнительные автобусы. Единственное пожелание. Потому что, конечно, с Березовки выехать и приехать очень сложно. В последнее время особенно улучшилось движение и расписание. Иногда по утрам задерживается. Графика, чтобы придерживались более четко, может на перспективу отдельно выделить полосу для общественного транспорта. А так, в принципе, жалоб нет. Каб пасажыры маглі максімальна дакладна спланаваць сваю паездку, у абласным цэнтры рэалізуюць праект разумных прыпынкаў. Першы крок – новая дыспетчерская система кіравання. Данная система позволит более полноценно, оперативно управлять городским общественным транспортом города Бреста. Позволит управлять им во время пробок. Новая система позволит также в перспективе применить на остановочных пунктах табло, на которых будет показываться время прихода ближайшего транспорта по маршрутам. У хуткім часе зменіцца і маршрутная карта города, абяцае кіраўніцтва Брэстгартранса. Конечно же, строительство новых объектов в городе Бресте – это и строительство нового автовокзала, и строительство западного обхода. Они повлияют на маршрутную сеть. В настоящий момент идет изучение пассажиропотока по остановочным пунктам, идет изучение корреспонденции передвижения пассажиров. И далее эта информация ляжет уже непосредственно в разработку новой маршрутной сети. Усё гэта павінна з'явіцца на працягу бліжэйшага года. Канцэпцыя развіцця пасажырскага транспарту ў Брэсце разлічана да 2020-го. Крысціна Пратасавіцкая, Роман Філюціч, Дмітрий Ліцвінюк, тэлерадыёкампанія Брэст.